салом арз мекунам ба кулли тамошобинони имшаб. Ин аст барномаи интернети мо ки ном дорад имшаб лайв ва имрӯз дар меҳмонии мо дӯстони азиз модел духтараки бениҳоят зебо нафаре ки фикр мекунам ҳамагон мешиносанд, алалхусус нафароне ки дар инстаграм бисёртар мешинанд. Умад берун аз инстаграмам Сафина имрӯз дар меҳмонии мо. Ман шуморо хушомадед мегӯям. Ман муроҷиат мекунам ба тамошобинони мо. имрӯза суҳбати мо бо кадом забон мегузарад? Ба забони русӣ. Бо забони русӣ, бале. Барои вақте ки мо бисёр вақт мусоҳиба мегузаронем, дар ҳамон комментариҳо менависанд ки барои чӣ бо забони русӣ суҳбат мекунанд. Дӯстони азиз, дар Тоҷикистон ҳаст мактабҳои русӣ ва одамон таҳсилро бо забони русӣ, яъне ки таҳсил мекунанд, мактаб мехонанд, масалан китоб, дигару дигар чизо бо забони русӣ аст. Аз ҳамин лиҳоз яъне ки Сафина тоҷикиро медонад, аммо мутаассифона адабӣ бо забони тоҷикӣ суҳбат карда наметавонад. Аз ҳамин лиҳоз имрӯз барномаи мо бо забони русӣ мешавад. барои хушбахтии одами муосир чӣ лозим аст? Корҳо зиёданд ва вақт ҳатто ба чизҳои муҳимтарин камӣ мекунанд. барои дар навбат наистодан ба вазъиятҳои хандаовар нафтидан, ба ҳар гуна расмиятҳо вақт сарфа накардан чӣ бояд кард? ба хизматрасонии нави Мегафон ҳамёни мобилӣ дар замимаи Мегафон Лайф кор хеле осон гардид. ҳисобҳоро дар як лаҳза пардохт намо, дар дил хоҳ вақту макон. ба хизматрасонии ҳамёни мобилӣ ҳаёт хеле осон шуд. Мегафон, имкониятҳои қуллай аз ту оғоз меёбанд. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Передай привет нашим зрителям. Всем привет. Я надеюсь, сегодняшнее интервью вам понравится, и вы узнаете чуточку больше обо мне. И спасибо, Борис, за приглашение. Спасибо тебе за то, что пришла. В основном мне сейчас посмотреть, наша молодежь и твоя большая аудитория сидит в Инстаграме. И ты считаешься среди наших соотечественников одной из самых популярных моделей, и у тебя самая популярная страница. В чем секрет такого успеха? Признаюсь честно, мне это очень льстит, так как я прониклась очень сильной любовью к этой социальной сети. И есть одно правило, которому я следую. Это если что-то ты делаешь, то делай это с любовью, с душой. В принципе, у меня нет секретов. Это то, чему лежит моя душа. Я не смотрю, не обращаю внимания особо так на контент. Я выкладываю то, что мне нравится, какие-то фрагменты из своей жизни, различные фотосессии устраиваю, чтобы было обрадовать и себя, и своих подписчиков, и как-то разнообразить свою страницу. А насчет количества я хочу сказать, что это все не сразу. Была раскрутка или нет? Нет. Накрутка, это точнее. Это очень такой часто задаваемый вопрос. Накрутка. Я скажу одно, то, что я накруткой не занималась и не собираюсь заниматься. Это дело каждого, верить или не верить, но я не собираюсь на каждом углу там кому-то орать и доказывать, что я не накручивала. Многие думают, что я накручивала подписчиков, но это число, которое собралось за 3 года. За 3 года? За 3 года, да. Получается, 3 года ты активно ведешь свой Инстаграм. Как ты сказала, основной, самый влияющий фактор твоей популярности в Инстаграме – это то, что ты искренне ведешь свою страницу. Да, я выкладываю то, что мне нравится. Я не придерживаюсь к какому-то там контенту, чтобы именно его... Ты максимально открыта своей аудитории или нет? Да, максимально. Многие говорят, что тебе, не знаю, 17-16 лет. Это правда или неправда? Тебе вообще сколько лет? Мне 19 лет, я уже закончила школу год назад. Сейчас я заканчиваю уже 1-й курс, я учусь в РТСУ. Я выбрала для себя стезю международные отношения, так как я за мир во всем мире и за дипломатические решения проблем. Понятно. В будущем, может быть, получится так, что будешь работать? Может быть, да. Может быть, есть такие планы? Есть такие планы, но пока я еще не точно решила, чем я буду заниматься. Сколько тебе было лет, когда ты начала модельную карьеру? Первый мой дизайнерский показ был в 14 лет. 14 лет, да. С того времени меня уже звали на различные показы, на различные фотосессии. Как так получилось, что именно тебя позвали, пригласили? Я не знаю, честно, мне писали и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Я в то время Инстаграме, кажется, только открывала. У меня 2 было сайта. У меня был один Инстаграм, но, к сожалению, там что-то случилось, и он заблокировался.
Но мне в основном писали в Facebook, фотографы много писали. Уже в 14-15 лет мои фото были размещены в журнале под названием «Мир рекламы Таджикистан». И с этого все как-то поехало, пошло. На данный момент вы играли роль только в музыкальных клипах Бейруза Мирзоева и еще рэпер Пуля. Напишу о нас двоих, сколько было испытаний. Боюсь, что лист почернеет, разорвется в клочья. Лучше о хорошем негативе спрочь. Да, все верно, но я играла еще у одного исполнителя, к сожалению, не помню его название, так как это было давно. Так как это было давно, и мои кадры снимали отдельно, и кадры были наложены на клип. Понятно. Ну, просто получается ощущение такое, что если есть предложение, я буду играть, неважно, какой из исполнитель. Вот именно, что я не нацелена на коммерцию. Если я Вот вижу, ты говоришь, что ты не знаешь, что за исполнитель. Я знала какой-то исполнитель, я просто имени не помню, так как это было года 4 назад. Сейчас предложений много насчет? Сейчас предложений много, если не скромничать. Но я сейчас выбираю, если я вижу, что качественная работа, там, какая-то достойная работа, я соглашаюсь, даже можно и без оплаты, я не смотрю, это звезда или не звезда. Но если я вижу, что съемки любительские и сценарий оставляет желать лучшего, то я не соглашаюсь даже за значимую сумму. Для меня это не важно. Исполнитель нормальный, что пригласил тебя играть главную роль в своем клипе, сколько он должен отдать? Например, есть гонорар определенный. У тебя какой гонорар? Ну, смотря... Смотря кто предлагает? Смотря, нет, не кто предлагает, а какой вид сценария вообще будет. Там будет вместе с ним или будут какие-то кадры... Если вместе с ним, это дороже получается? Это дороже, соответственно, да? Если... Просто снять меня там отдельно, пускай снимут меня и как-то наложат это видео, это будет дешевле. Ну, сколько примерно? Я знаю же определенный гонорар. $300, с $300 начинается. Начинается и так дальше больше. На вашей странице можно увидеть много рекламных постов. Сколько стоит один рекламный пост и сторис на вашей странице? Я бы хотела опустить этот вопрос, так как Почему? Ну, все говорят, в этом ничего удивительного. Я могу тебе с какого-то аккаунта неизвестного написать, и ты мне ответишь. Поэтому я не думаю, что это такая конфиденциальная информация. Прозвучит, сейчас в интервью только про цены будем говорить. Ну, реклама тоже у меня идет, смотря что за продукт или что за приложение, там какое-то или компания. Это все зависит от этого. Ну, есть... Начинается от $100. Это сторис или лента? Или лента. Не важно? Лента. А сторис, по-моему, соответственно, $50, да. 400 самон. Ну, знаете, у нас такие люди, им скажут, они скажут, ой, вы что, вы так дорого, ой, это... И поэтому я не повышаю больше цены. Ну, можешь сказать, что Инстаграм для тебя сейчас почти что основной доход, заработок? Ну, в принципе, я большого заработка от этого не получаю, ну... Не получаешь? Нет, большого... Понятно. Почему в последнее время вы не участвуете в национальных модельных мероприятиях? Например, Таджикистан Fashion Week. Я сейчас поставила на паузу выступления на внутренних событиях, так как, если быть честной, у меня нет особого желания, так как организационные моменты мне не нравятся. То, что у нас организовывают, вам это не нравится? Ну, не всегда на уровне у нас могут организовать, если сравнивать, конечно, за границей это все. Это и есть причина? Но я никогда не отказываю нашим ведущим дизайнерам, я всегда иду на помощь, им всегда поддерживаю их. Даже в этом сезоне и в прошлом сезоне я участвовала в сейчас пауза? Пауза именно тут. Вы занимали высокие места на нескольких международных конкурсах. Если я не ошибаюсь, участники таких конкурсов за свой счет участвуют. Есть там, по-моему, определенный взнос за участие. Смотрите, это зависит от конкурса, от его масштаба. Есть и бесплатные конкурсы, и платные конкурсы. Я участвовала и в этих, но есть несколько моментов, которые их различают, так как на платных конкурсах у тебя больше возможностей заявить о себе, получить какой-то крутой контракт с каким-то брендом, либо компания, и гонорар, конечно, выше. А если это платный конкурс, например, я знаю, что сейчас модели в нашей стране, у них нет определенного заработка и дохода. Кто тебя спонсирует, чтобы ты, например, поехала, там расходы и разные есть?
Конечно же, моя семья, которая способствует во всех моих успехах, и в том числе в финансовом плане, они ни в чем не отказывают мне, и за что я им очень благодарна. Что нужно современному человеку для счастья? Дел так много, а времени не хватает даже на самое важное. Что делать, чтобы не стоять в очередях? Не попадать в смешные ситуации? Не тратить время на бесчисленные формальности? Все стало намного проще с новой услугой Мегафон кошелек в приложении Мегафон Live. Оплачивай счета моментально, в любом месте и в любое время. С услугой Мегафон кошелек жить стало проще. Мегафон. Удобство начинается с тебя. У всех один вопрос. Есть ли у тебя парень или нет? Мне кажется, моя личная жизнь очень максимально прозрачна, у меня никого нету, и сейчас мне это не нужно, так как я сконцентрирована на другом, на карьере своей и на учебе на данный момент. Но смотрите, у меня карьера стоит на первом месте пока, потом уже учеба. У вас много подружек, они тоже активные пользователи Инстаграма, модели популярные тоже. Одна из ведущих моделей нашей страны, Фатима Мирзахановна, в одном интервью говорила, что с модельной профессией она зарабатывает $600 в месяц. У вас какая ситуация? Но если вы надеялись услышать, что модели в Таджикистане зарабатывают огромные деньги, я поспешу вас расстроить, так как это чистой воды неправда. У моделей заработок в Душанбе нестабилен, не постоянен. Например, в этом месяце вы заработали $500 с учетом рекламы, а в следующем месяце вы можете заработать ничего. Тем более с учетом того, что наши любят на халяву, там попросить, ну выложи, хай там, ну я хизматка или все вот эти вот самашки наши. Это я чисто про себя говорю, потому что на этом я особо не зарабатываю. Постепенно закрываю эту халявную калиточку, и я поняла, что люди на добром не отвечают и садятся на шею просто и наглеют. Поэтому бесплатных постов не должно быть. Не должно быть. Дружба, служба, как говорится. Я думаю, что у тебя много поклонников, и каждый старается как-то, скажем так, завоевать тебя, правильно? Какие были, скажем так, необычные, удивительные предложения? Да, честно, да. Подарков тоже было много, мы по это потом поговорим. Ну, предложения в основном, там, выйти за меня замуж, либо что-то такое. Ну да, но я сейчас об этом вообще не думаю, и мне это не нужно. Мне кажется, мне еще рано. А подарки какие были, скажем так? Подарки любые были. Любые? Ну, например? Ну, ювелирные изделия дорогие. Ну, дорогие ювелирные изделия, может быть, из того самого, который можно купить в Корвоне. Дорогие, да? Окей. Многие знают Фатиму как вашу близкую подругу. А на данный момент какие у вас с ней отношения? Так как мы посмотрели вашу страницу, и вы не были подписаны на нее. Почему? Ну, смотрите, я не подписана на свою маму. Это же не значит, что я с ней не общаюсь. Да? Это какое-то примитивное идет мышление. Это не нужно, я думаю, сидеть по Инстаграму. Но мы современная молодежь. Поэтому Инстаграм, я думаю, что ты много времени где проводишь? В Инстаграме. Сами знаете. Ну да, соответственно. Вы общаетесь или да, у вас мы какие-то... общаемся, у нас все хорошо. Просто наши люди любят там от себя что-то придумать и какие-то слухи распустить. Если выдается возможность, мы видимся в любое время, но сейчас каждый сконцентрирован просто на себе. В 2017 году в Малайзии проходил международный конкурс красоты. Там вы удостоились звания «Мисс Фотогеничность». Я недавно узнал, что призовая награда этого конкурса была $50 000. Вам, как обладателю «Мисс Фотогеничность», какую сумму подарили в этом конкурсе? Пожалуй, это был самый изматывающий конкурс среди всех вообще, на которых я принимала участие. Это такой большой конкурс, я видео это посмотрел. Очень масштабный был конкурс. Там у нас были постоянно, в течение 3 недель были постоянные репетиции на каблуках с утра, почти, можно сказать, до утра, потому что мы буквально спали по 2-3 часа, просыпались рано утром, нас отправляли к визажистам, снова съемки, постоянные интервью, постоянные какие-то фотосессии и репетиции. Я очень измоталась на этом конкурсе и морально, и физически, но это все того стоило, что я получила номинацию «Мисс Фотогеничность», и за эту номинацию я получила неплохой гонорар.
Неплохой гонорар. Давайте не будем озвучивать. Ну, Сейчас мы всё призовой будет фонд 50 сконцентрировано. тысяч долларов, значит, Это за первое место. за первое место. Да. У тебя, получается, какое место было там? Это считай, что номинация отдельная. Понятно. После получения этой награды вы объявили о том, что подписали контракт с итальянским производителем машин Pagani. Так и называется. Да. Не могли бы нам рассказать о вашем сотрудничестве с этой компанией? Ну, если честно, это была, пожалуй, самая радостная новость, которая перетекла постепенно в самую грустную новость, так как Pagani выступали одним из спонсоров нашего конкурса, и они сотрудничали вместе с организаторами, и что-то, я не знаю, что между ними пошло не так, они аннулировали контракты. Твой? Вообще В том числе? полностью. В том Полностью? числе у нас было 4 модели. Это И? была участие с Кореи, Индонезии, самой Малайзии. И нам об этом сообщили. Я очень, конечно, расстроилась насчет этого, так как мы должны были посетить 10 стран. Pagani, у них был, они представляли новый спорткар. Там были страны Японии, Европа и так далее. И нам об этом сообщили. Меня эта новость очень огорчила. Но за эту неустойку они отправили нам, как сказать, ущерб, моральный ущерб за это. Да. Но Но там это меня... у вас большой контракт был, если Это так большой посмотреть, с контракт Pagani. был, да. А потом компенсация была. Компенсация, да. Но меня это как-то не обрадовало, так как я уже была настроена на то, что я буду с ними сотрудничать в дальнейшем. Но вот так получилось, я не знаю, это что-то между ними произошло. В том же 2017 году в Южной Корее проходил фестиваль Face of Asia, где вы попали в топ-10 лучших моделей Азии. И вас выбрали первым представителем Таджикистана на зимних Олимпийских играх 2018 года. Какие обязанности входило на вас как представителя нашей страны в Олимпийских играх? Да, это все верно, но, к сожалению, я сама участвовать там не смогла, Почему? так как эти даты совпадали с датами моих экзаменов, и по причине учебы я не смогла туда полететь, и я попросила вместо себя полететь в Фатиму, так как с каждой страны должен был представитель. И она полетела, там в честь Олимпийских игр они устраивали масштабный фестиваль. Там каждый участник должен был выступать в своих национальных нарядах, чтобы ознакомить всех со своей культурой. Но дальше я уже не знаю, что там было, так как я не смогла полететь туда сама. Понятно. 3 лучших дизайнера Таджикистана по версии Сафина. Умет Кучкалиев, Мурод Фэшн, Хуршет Сатуров. 3 топ моделей. Фатима, Зарнигор и Зарнигор. Йосуман Холова. И я должна была сказать. Ты, по-моему, Ну, не... я очень скромный человек. Ты помнишь какой-нибудь, не знаю, самый плохой комментарий, который тебе написали? У меня это каждый день, знаете, я это не запоминаю. Там, меня и Много? проклинают, и что только не пишут, и оскорбляют. Я принимаю железная, адекватную, да, уже? я уже стальная. Были У меня такие иммунитет моменты, когда выработан. такое писали, по-моему, ты сразу там заходила, спорила, может быть, написала. Раньше было, когда когда мне такое писали, у меня был стресс, почему мне так пишут, я так расстраивалась, но сейчас я так выработала себе иммунитет, что я просто беру, не заморачиваюсь в блог и все. А твои пожелания нашим зрителям? Желаю вам быть счастливыми людьми, чтобы у вас не было времени на злость, можно так сказать, чтобы гармония была и любовь царствовала у вас. Супер, спасибо. Дорогие наши зрители, спонсором нашего проекта Imshab Life является компания Мегафон Таджикистан. Скачивай и оплачивай. Есть специальное приложение, называется Мегафон Life. Спасибо всем, дорогие друзья. Сегодня с нами была Сафина. Увидимся ровно через неделю.